Оплата услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД, кредитов, алиментов. В пунктах пропуска перед прохождением таможни у каждого пассажира проверят наличие всевозможных долгов. Если накопилась сумма свыше 30 тысяч рублей, либо человек не вносил плату более 2 месяцев и образовалась задолженность в 10 тысяч, граница для такого путника закроется на замок. Причем оплата долга прямо в аэропорту перед самым вылетом ситуацию не спасет. Отпуск, командировка по бизнесу, лечение за границей или паломничество к святым местам Мекки и Медины будут сорваны. В случае даже если он захочет оплатить задолженность прямо в аэропорту, да, он задолженность может оплатить, там, мобильные приложения и так далее, банк данных, исполнительное производство, все это действует. Но данная мера мгновенно она не снимается. Чтобы ограничение права выезда было снято и граница была чиста, можно было выехать, платежный документ необходимо предоставить судебному приставу исполнителю. После того только судебный пристав-исполнитель принимает меры по снятию ограничения права выезда. Сегодня более 25 тысяч жителей Ингушетии ограничены в праве выезда за пределы России за долги. Всего в производстве у судебных приставов республики находятся более 200 тысяч дел должников. 80% из них – это штрафы ГИБДД. Немало на контроле у судебных приставов и злостных неплательщиков по коммунальным услугам – более 5 тысяч человек. В настоящее время в Ингушетии максимальная сумма долга у нескольких граждан составляет по 10-11 миллионов рублей. Зачастую это просроченные кредиты на бизнес, который прогорел. Даже если человеку кажется, что причин для запрета выезда за рубеж нет, лучше перестраховаться и проверить свои долги. Сделать это можно в личном кабинете на сайте Госуслуги, на сайте Федеральной службы судебных приставов, либо по телефону горячей линии в Ингушетии 55 19 75. Особенно актуальным этот вопрос становится в преддверии сезона отпусков и отправки паломников в хадж. Впрочем, как отмечают судебные приставы, разворачивать на границе верующих людей, направляющихся к священным местам из Ингушетии, не приходится. Служба судебных приставов по Республике Ингушетия всегда взаимодействует с комитетом по хаджу Республики Ингушетия и заблаговременно проверяет списки на предмет задолженности у наших паломников. Благо инцидентов с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации наших паломников у нас не было. Чтобы перед самым выездом за рубеж не получить отворот-поворот, судебные приставы рекомендуют минимум за 10 дней оплатить все долги. И в целом важно помнить, чтобы однажды на границе не оказаться у разбитого корыта, нужно всегда руководствоваться принципом «долг платежом красен». Тогда не придется из-за незначительной суммы потерять гораздо большую. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.